Кабардино Балкарияга келдик. Игорьдин Ягода Кавказдын полясына. Маргарита. Собрали уже Маргариту. Ягода очень крупная, красивая, транспортабельная. Majestic. Ее обзор посвящается нашему новому ремонтантному сорту Majestic. Данный сорт преобладает очень высокой урожайностью. Я думаю, здесь на видео это наглядно показано. Үчөөнү көрсөтөбүз. Андан башка дагы башка полясында Мапема, Пшихиба, Полонез сорттор бар экен. Сорт Энросадира. Это ремонтантный тутаймер, который плодоносит на побегах первого и второго года. Овация экен бул, овация. Вот, смотри, вот она, видишь. Это переспелая ягода. Ну, кстати, хорошо лежит. Да, до сих пор собираем, и качество, ну, количество ягоды Еще. да, очень большое. Сейчас пройдем, там еще не собрали, можно будет посмотреть. Там, да, пока еще не собрали. Маргарита, да? Да, это все Маргарита у нас, хорошего размера. Вот, посмотри. Бул малиналар көргөндө башка малина карагым келген. Салам алейкум туугандар. Биз бүгүн 16 сентябрь Кабардино Балкарияга келдик. Игорьдин Ягода Кавказдын полясына. Азыр бул жакта көбүнчө элитный сортторду өстүрөт экен. Азыркы учурда өстүрүп атканы ушул Маравилла, Маргарита, Majestic. Үчөөнү көрсөтөбүз. Андан башка дагы башка полясында Мапема, Пшихиба, дагы Полонез сорттор бар экен. Азыр биз менен кызыгып көргүлө. Мына поля кандай болуш керек, кандай баарысын көрсөтөбүз, жүрүлө. Пойдем, Игорь, покажешь? Пошли, пошли. Мен орусча сүйлөй берейин болушунча. Вот такие саженцы продаются. Вот, ну, Голубика, да? Да, да, Это сколько лет? Им 2 года, ну 2 2,5 года получается. А вот эти двухгодовалые, Только в таком варианте у меня почем имеется. продаешь? Короче, минимально 800 рублей. Вообще 1000 я их отдаю. А на следующий год уже урожай На дают, следующий год, да, урожай не будут давать. да? Это двухгодовалые, да? Ну, 2,5 года. 2,5. Да. Конечно, я двухгодовалые, да, позже видел, маленькая была. Да, да, да. У тебя чуть больше. У нас Это сорт Аврора, позднего плодоношения. Неплохой сорт, очень сладкий сорт. Вот это павловник у нас просто. Полония. Да. За 1 год вырос так. Это какой сорт? Это Маравилла все. Маравилла, да? Вот это все мы Маравиллой посадили. В этом году Да. вот эту посадил, да? Да, да, да. Тоже Маравилла. Да, все Маравилла здесь. Но мы ее поздно посадили. Немного ошибку сделали. А так, в принципе. Сколько территории твоей занимает? Гектар? Нет, здесь 1,5, и вот за лесополосой еще 4 гектара. Там 4 гектара. Да. А там что растет? Голубика и малина. Хочешь, можем проехать? Да, 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 проехать, посмотреть. Да, да. 4,5 из стама. У тебя территория большая. Ты Маджестика снимал? Наши посмотрели, видели. Ага. Там в ТикТоке у нас Вот Majestic. Маджестик вот этот, да? Да. Но он помельчал сильно у нас из-за этой жары. Сколько уже дают урожай? С начала августа получается. Ну, 1,5 месяца. 1,5 месяца, Да. да? На туғандар Маджестик. Вот это крупнее, покрупнее, которые. Бұл Она уже легко срывается под Уже транспорт. бүтіп атқаны учур екен, а так бұл... Маджестик это почти похож на Маравилл. Можно сказать одинаково. Очень, Одинаковые, да. да? Да, да, да. Это откуда селекция? Тоже американская, калифорнийская селекция. Вот американские сорта, ну, достаточно неплохо себя показывают у нас, ну, в России. В прошлом году мы поздно приехали, не видели вот эту Маджестика. Вот в этом году. Вот это овация. Но овация уже отработала, она раньше. А вот это овация, да. да? Да, она раньше отработала. Тоже неплохой сорт.
По транспортабельности, между прочим, она превосходит Моровиллу. Лёшкасы, да? Да, да. На, овация кем был, овация. Вот, смотри, вот она, видишь. М. Это переспелая ягода. Ну, кстати, хорошо лежит. На то нормально, на нужно параш кереген, да? Вообще укмуш. Маджестика у тебя сколько? Есть? Маджестик у меня, вот эти все молодые ряды, 5-6 рядов, это все Маджестик будет. Ну, здесь 2-3 тысячи должно быть. У тебя клиенты только на свежие и сетям, да? Да, да. Ну как, сейчас на Чечню работаем, на Грозный. А так в основном Москву. Москва, либо местный рынок. Ну когда как, все зависит от объемов, от качества ягоды. В первую очередь для нас объемы важны. Вот это у нас, мы ее посадили в начале июня. Это Маргарита, даже середина июня это было. Заменили некоторые сорта. Это сорт Маргарита. Достаточно тоже, ну, сильно нам понравился. По урожайности он очень такой урожайный сорт. Качество ягоды здесь хорошее. Ягода очень крупная. На, Маргарита. Да. Еще. Кусты у тебя вообще. Что? Кусты. Вот Маргарита вся. Стволы. Как? Ствол у тебя толстый. А. Хороший, да. А мы их кормим только так, поэтому... Вот у нас начало плодоношения в этом году достаточно раннее было, июль, где-то конец июля. И вот до сих пор, ну, Собираете, да? да, до сих пор собираем, и качество, ну, как сказать, количество ягоды, Еще. да, очень большое. Сейчас пройдем, там еще не собрали, можно будет посмотреть. Там, Да, посмотрим. пока Это еще не собрали. Маргарита, да? Да, это все Маргарита у нас. Я вот недавно, собирают. да, видеообзор делал, поэтому могу сказать, что, ну, сорт шикарный. Поэтому вот конец плодоношения, ягода еще достаточно, ну, не маленькая, хорошего размера. Вон, раралась. Мушнекин. Маргарита. Вот, посмотри. Бұл малиналар көргенде башқа малина қарағың келмей қалды. Вот это Маргарита. Маргарита у тебя. Притом она дает на протяжении всего периода достаточно обильный объем. Вот постоянно она выдает хороший, качественный объем ягоды. Вот видите, вот это конец плодоношения. Все ягоды, они мельчают к концу плодоношения. Вот это ее... Это еще мелкие, что ли? Да, это получается, ну, мелкая уже ягода Маргарита. Ну и сравнивать с другими сортами, конечно, она крупная будет. Притом, самый основной момент еще, что я могу выделить, это себестоимость сбора. За, там, грубо, вот рекорд для человека, получается, на этом сорте за 8 часов 90 килограммов. Потому что, вот, во-первых, смотри, вот, видишь, как она быстро срывается. И крупные, да? Да, и крупная. За счет объема, размера, она очень быстро, легко срывается. Вот. И самая сладкая, одна из самых сладких ягод. Немного чуть-чуть темнеет, и в принципе, как сказать, особо свойства не меняет она, вот этот сорт. Игорь, еще вопрос. Между ряды сколько у тебя? 2,5, да? Для данного сорта я бы посоветовал бы минимально 2 метра, в идеале это 2,30-2,50. У тебя 2,50, да? Да, в идеале это 2,50. Это, во-первых, и хорошая проветриваемость будет, и легко собирать вам будет. Ну, как сказать, А на один погонный метр сколько оставляете? На один погонный метр, ну, мы в этом году достаточно много оставили, с учетом того, что мы для саженцев, для рассадки этот сорт еще оставили. А так около 8 побегов на погонный метр можно оставлять. Здесь полностью Маргарита, да? Да, это все полностью Маргарита. Вот эти все большие ряды. И плюс получается 5. Да, у нас 5 рядов. Даже вот здесь, смотрите, можно посмотреть. Вот первый год посадки, вот какая ягода выдается. Уже дают, да? Да, да, да. И то с учетом того, что мы очень поздно посадили. Вот, пускай он вот это снимет тоже. Бектурсон!
Бектурсун. Вот он шикарный сорт. Мынакей. Мо быйыл отургузган экен. Биздин клубникаларда эле бар экен. Маргарита, да? Да, это все маргарита у нас. Быйылга отургузгандар экен. Это весенняя посадка, да? Да, это даже не весенняя, это летняя посадка у нас. Ю. Это вот загруженность ягоды. И самое интересное, нам будет давать до конца там, ноября, пока у нас там -1, -2 не ударит. Вот видишь, загруженность какая вот на молодых побегах. И вся красивая большая ягода будет. Да, у тебя хорошие, да, сорта. У тебя тут точно... Точное расстояние 2,30 у меня здесь междурядье. Но мы это делали между саженцами. саженцами. Между саженцами у нас 30 сантиметров. 30 Ну, у нас, как Да, сказать, да. мы просто экономически подходим к этому вопросу. Это... Один саженец мы сажаем, и мы знаем, что с него соберем столько ягоды, что у нас покроется весь саженец. Соответственно, выгоднее более плотную посадку даже на первый год закладывать, чтобы рационально подойти к данному вопросу и к земле, и ко всем параметрам. Середину обрабатываешь трактором, да? Да, вот который мини-трактор мы сейчас приобрели новый. Вот сейчас старый тоже можно посмотреть. У нас просто культиватор, культивируем междурядье и все, больше никаких работ не проводим. Между саженцами, там внутри ряда механическая обработка. Никаких там гербицидов, могу сразу сказать, нет, кто бы что ни говорил. Там контактного действия, это все, короче, полная чушь. Поэтому все надо механически убирать. Даже если какие-то есть, все равно какой-то стресс они получают. Соответственно, если вы переводите, опять же, по-экономически, это там в рубли, там в денежном эквиваленте, это все стресс, это на урожай все равно сказывается. Поэтому механическая обработка только лишь. Я можно своим Конечно, термином да, на киргизском Конечно. объясню? Туугандар, көрдүңөрбү, бул чөпкө бизде дыйкандардын баарысы чөпкө жагандай чөптүн дарыларын чачышат. Ошондон кадимкидей бул малинадагы стресс алат дейт. Стресс алып, ошол жанагы түшүмдөн иштей турган акчаны бул стресс алып эле түшүмдү ошончолук азайтып салат дейт. Ошон үчүн көбүнчө ошо кол менен, анан техника менен иштегенге аракет кылат дейт. Да. Подкармливаешь чем? Подкармливаем достаточно много препаратов мы даем. Азотофосфоросодержащий, потом калий, кальций. Поэтапно, да? Да, поэтапно. Это все схема питания. Это средняя температура, когда у нас достигает там плюс 15, вот тогда мы начинаем уже обильно давать, потому что ниже температур микроэлементы очень плохо усваиваются. Гранулированное, получается, мы зимой даем это амофоску, допустим, да, там кальций потом сыпем и калимагнезий стараемся давать. Это для того, чтобы, получается, подкислить немного почву. Вообще малина любит кислую почву. Это, как сказать, за счет этого мы постепенно всегда постараемся подкислить почву. Я думаю, и у вас такой же состав почвы. Да. Поэтому Климат тоже почти одинаковый, думаю, скорее да, всего. одинаковый, да? Почти. Да, и состав земли, и поэтому и для вас надо будет более чаще подкислять. И в идеале, конечно, все это затенять. Если вы хотите работать именно на качественную, там, шикарную ягоду, чтобы получить весь потенциал малины, нужно затенять. Но мы все хотят вот какие вот, как ты хочешь элитные сорта посадить, много урожая собирать. Это... не по карману, да? Ну, опять же, вот, допустим, возьмем эту затеняющую сетку, можно посмотреть, да, никакого сложного механизма нету. Главное, чтобы у вас ветра таких сильных не было, и тоже, опять же, это все можно укрепить и все сделать. Если вы закрываете сетку, в первый же год окупаемость всей сетки, она идет за счет увеличения, получается, урожая. Ягода более крупная, не печется. В-третьих, у вас себестоимость сбора ягоды уменьшается за счет того, что человек зашел в тень под сеткой, там легче работать. И люди идут лучше работать. И у вас промежуток времени, который вы собираете в световой день, у вас он увеличивается. Ты вот это полностью посчитал, да? Да, это все мы высчитали. И только потом мы уже начали заниматься. Я всегда подхожу к данному вопросу. Сколько я потрачу, сколько я заработаю. И вот поэтому вот даже элементарно вот эти тачки, которые мы собираем, вот ягоду в этих тачках, я просто подошел, эта тачка плюс-минус около 4000 там достигает с работы, со всеми нюансами, да. Сколько, получается, человек, насколько увеличит скорость сбора,
И сколько мы сэкономим? Получается, вот тачка на сезон, она окупает себя. И вот на следующий год у нас уже бесплатная тачка. Бесплатная дочка. Это тоже посчитал, да, увеличит, да? Да, Работу. да. Ускорит. Да. Поэтому мы стараемся минимизировать наши расходы, увеличить прибыль. Вот так. Ага. Еще примечание қатары қылыңызшы, айтып қойсыр ғой. Мысалы, Вот, может, вот это, жерлерінші. вот это еще можешь снять, тоже Маргарита, видишь. Тут Орынды жерлерім бе? Енді түсініксіз жерлерінші. Мондай тұр, бір айтып қойбайым ба? Жоқ, айтпасам деле уже. Сетка жөнді айтып қойсың. Сетка жөнді. Туғандар мына, азыр Игорь айтып отпай ба? Барысын, бұл жерде ор деле схема жоқ дейді. Сетка тартқанға, шпалеларды биік қойған. Сетка тартқандан, бұл айтып отады да, барысын есептеп шығыптыр. Сетка тартқанның пайдасы көп дейді. Ошол урожайын көтөрөт, жумушчу көбүрөөк келет, салкында иштегенге жумушчуга жакшы. Малиналар крупный болот, качествосы да жакшы болот экен. Ошон үчүн сетканы тарткан бул бир жылда эле өзүн өзү сетка актап коет дейт. Кийинки жылга уже сеткаңар бекер болуп калат экен. Бул сеткасын алып коюп тур, жайында аскам дейт. Анан бунун малиналары эми чынында сон малиналарды өстүрөт. Ушул малиналарды тиккиле колуңардан келсе. Пойдем, да, на это поле? может, в теплицу еще зайдем? Давай. Теплицы у тебя уже дают? Ну, пару ягод там Маргарита можно встретить, именно чтобы показать что-нибудь можно А будет. что свой канал не продвигаешь особо? Время? Время? Честно, не хватает. Если продвигать, соответственно, мы уже, где-то мы упускаем. Поэтому я стараюсь. Раньше хорошо продвигал. Во-первых, у нас Инстаграм очень плохо работает с этими VPN-ами. VPN-ами, да. Да, замучаешься. А во-вторых, времени не хватает. Поэтому с утра и до вечера мы здесь. ТикТок, я туда не... Да, он запрещен, поэтому там через компьютер только. И все, очень сложно это все продвигать. Вот у нас мини-трактор, простой культиватор. За 5 часов гектар, в принципе, мы обрабатываем на нем. Да. Это Белорус МТЗ. Вот такая рабочая лошадка наша. Новый купил, да? Да, новый приобрели. Этот надо будет заменить, хотя исправно работает, но решили обновить пока. Вот Есть. это Моровилла, да? Да, это все у нас Моровилла. Она у нас в этом году раньше начала и раньше отходит. Отходит уже. Да. Если хочешь, можем пройти туда, где... Это маточный корень, вот торф мы его выкидывали. Заменяли, получается, у нас на раннее плодоношение в отапливаемой теплице. И мы сразу заменяем полностью все, весь этот саженец полностью готовый. Здесь у нас 2 трактора, это на большое поле. А, вот это на большое поле, да? Да, здесь у нас получается мульчер. Фреза. Нет, это мульчер будет на нас. Это просто он скашивает траву. Фреза для нас неуместна из-за того, что дожди, не дожди, она, получается, туда не зайти на поле. Это китайский Донгфэнг, 24 лошадки, полноприводный, такая хорошая. За сколько прибыл? Мы его тогда брали за 750, сейчас, по-моему, в 1 100 000, чуть больше миллиона стоит. Да? Да, вот этот сегодня приобрели, тоже Белорус, получается, полноприводный, там 15 лошадок, чисто для нашего маленького участка. Это здесь, а для большой территории это уже китайский трактор у нас. У нас, наоборот, с трактором проблем мало, потому что с Китая, с Японии, Много, да, возят. с Японии, да, возят. Как сказать, здесь тоже проблем нет, когда деньги есть. Главное деньги, да? Здесь у нас голубика. Голубика годовалый, да? Да, это годовалые саженцы в 2-литровых горшках. Туғандар, Достаточно такой большой ассортимент. голубика ойыншадағы Игорьдан алсақ болады екен, егер заказ берсеңер алып барып береміз. Бұл 1 жылдығы, 2 жылдығы бар екен. Двухгодовалые тоже есть, да, продаешь? Двухгодовалые есть, но они в 30-литровых мешках, уже заправлены, ничего с ними не пересаживать, ничего не надо делать. Выставляете там на площадку, мы сейчас на поле поедем, покажу, как это все выглядит. И они растут там, ничего с ними, кроме полива, никаких там особо... Подкормку надо же. Ортофон, как сказать, подкормку по-любому надо, если, опять же, вы на коммерцию. Если для дома, то, в принципе, можно обойтись какими-то минимальными там добавками. А так у нас азотофосфорсодержащие
И калий. Ну, как сказать, азот фосфоросодержащий обязательно подкислять воду, ну, именно, как сказать, почву. Подкислять? Как подкислять? Либо какими-то там народными медицинами, это, как сказать, путями, это у нас лимонная кислота, или же лучше всего я советую ортофосфорной кислотой. И все. Давай, Это сейчас. моровила, да, полностью? 70% это моровила и маргарита. Голубика. Здесь немного производственный беспорядок. Вот мы в этом году Когда посадил? посадил где-то 10 июня. Вот эти горшки большие мы посадили 15 августа. 10 начали, 15 закончили. Это мы закрытую корневую систему. Это у нас сорт моровила. 2,30, да, тоже? В середине? Да, где-то 2,30 здесь получается. Расстояние. Да. У тебя 3 ряда тут. Да, мы плотно посадили, нам нужно получить достаточно большое количество и саженцев, и на ягоду, на весеннюю. Туғандар бұл Игорьдің теплицасы, бұны кечірек отырғызатқандағы до декабря, получается, да, урожай? Да, в прошлом году мы 9 декабря получили без отопления. 9 декабрьға чейін отоплениясы жоқ, түшім алатқан. Азыр бұны кечірек отырғызып, мына ем гүлдеп түшімге кіріп баштап тұрмын. Көрдіңіз туғандар. Біз былтыр ноябрьда келгенде самсалап түшім беріп отқан. Вот сюда пройдем, здесь проволоку Пойдем. просто перешагивать. В горшке. Вот тут можно снять хорошо. На, туғандар. Здесь мы немного по-хитрому подходим, чтобы получить позднюю ягоду. Мы ее поздно сажаем, соответственно, поздно получаем, когда цена поднимается. Вот это сорт маргарита. Разница есть в грунте и в теплице? Ну, в теплице, Лучше, да? да, лучше. По-любому лучше. Тут свой микроклимат, и для самого растения более благоприятные условия. И еще торф. И торф, да. За счет торфа идет, как сказать, во-первых, усваиваются микроэлементы лучше, с поливом у нас проблем нету. Идет, как сказать, она дышит, корневая система, идет, ну, такая воздушная же почва, соответственно, идет обогащение кислорода без проблем. Вот сейчас маргарита у нас только-только здесь поспевает. Вот, видишь, Это маргарита, да? да, это все у нас вот этот ряд маргарита, другие ряды у нас моровила. Вот это был маргарита такен. Да, вот этот ряд это маргарита. Дальше у нас идет моровила, но моровила у нас только-только поспевает. Мы ее очень тоже поздно сажали. Мы хотим чисто позднюю ягоду. Нам не нужна ранняя. Тебе маргарита больше нравится или моровила? У моровила свои плюсы, у маргариты свои плюсы. Свои плюсы, да? Да. Каждый клиент хочет определенный сорт, и мы стараемся всем угодить в этом плане. Пойдем во вторую теплицу зайдем. И теплица. Вот здесь моровила, она только вот первые ягоды выкидывает. Вот латералы тоже. Ну, ягоды еще, урожайность еще будет увеличиваться здесь. Кия болцо. Намагают сюда. Кия. Сау машине. Молар эми декабрьға чейін береді екен да түшімді. Анан. Осторожно. Вот здесь первые ягоды моровила можно посмотреть. Ну, они такие пока пробные ягоды. Да. Бұл маргарита қарағанда бұл круглыйрақ болады екен. Моровила. Круглый болады екен. Бұл маргарита. Так. Мындай. Шүштеген болады екен. Прикинь, малый был. Бұны қой. Цветі кішкене темныйрақ болады екен, мұны қой.
тұрған өткен, да? Разницалары. А, вот этот торф, да? Да, пошли покажу сразу. Вот это у нас агробалтовский торф. Ну, мы много перепробовали. Нам он очень Откуда сильно... это? Это Псково. Вот такой один агробалт 13 755 стоит. Вам, между прочим, можно будет подешевле это организовать с учетом НДС. Поэтому учтите этот момент. Здесь 6000 литров. Это фракция у нас 20-40. Вот эта фракция 10-20. Вот смотрите, то есть 0,10. Видите, она какая рассыпчатая. Вот это больше для рассады у нас идет. Сюда мы в такую мы рассаду делаем, закрытую корневую систему. Вот такая закрытая корневая система. Ну, это ежевика. Это сорт Начес. Но в таком варианте мы ее сажаем. Вот смотрите. А вот это уже фракция 20-40. Это для образования маточного корня. Вот. Она такая более древесная, но очень хорошо она себя показывает. Да, корни будут. Да. И целый год, как сказать, превосходно. Вот это для голубики у нас. Кислая почва. Вот в такой почве нужно будет ее сажать. Уже готовая кислая почва, да? Да, она кислая почва. С ней ничего не надо делать, никаких добавок. Мы не сажаем там, не перемешиваем ни с песком, ни с землей. Это экономия, потом она боком выходит. Если например, я на 50 соток голубику хочу посадить, сколько в деньгах выходит вот это? На 50 соток, но опять же, в зависимости, как мы схема посадки у нас какая, либо в буграх, либо в там ямах, либо в горшках. В горшках. В горшках, буквально вот такого торфа получается, как сказать, сейчас скажу, на 50 соток это плюс-минус около 2000 саженцев. Одного такого бигбейла хватает на 130 литровых горшков. 130 горшков. Да, 100 горшков. Это с приплотной забивки. Один вот этот сколько стоит? Один такой стоит около 10 тысяч рублей. 10 тысяч. Это без доставки мы считаем. И доставка еще накидывается где-то 4-5 тысяч. Ну, давай, 15 тысяч Да. к нам. Да. Умножаем, получается на 50 сотых примерно 15 штук. На 15 вот это. Угу. 225? Тысяч? Да. Да. Всего Нет, лишь. на 50 соток? Нет, вам больше понадобится, потому что на 2000 саженцев нам понадобится, сейчас я скажу, я не считал так еще в таком варианте. 2000 саженцев нам понадобится разделить на это. На 100 надо. Да, это получается, делим на 100, 20 вот таких. Ну, плюс-минус где-то, нет, 300 тысяч у нас получается, да, 300 тысяч. Тоже ничего. Но это достаточно, как сказать, немного с учетом того, Недорого? что это недорого. Мы думали, это Но много. смотрите, у нас горшок, плюс саженец, плюс все это совокупности, плюс работа. Достаточно, как сказать, объемно потом выходит. Плюс потом полив у нас идет, агроткань застеливаем. Сейчас мы на поле зайдем, голубики, я вам покажу, как это все выглядит уже. Я посажу тогда? Весной? Голубику? Я советую посадить однозначно, Виктимир, потому что кто у нас первый зашел, те они на коне. Это я тебе могу уверенно сказать. Это на Еще саженцы делать можно, правильно? Да, саженцы, честно говоря, лучше инвитро делать. Инвитро? Да. В смысле, инвитро заказывать. Вот эти 30-литровые мешки, они, короче, стоят, сейчас с доставкой плюс-минус около 90 рублей будет стоить. Один штук. Да. Одна такая штука 90 рублей. Сколько стоит. литров? 30 литров. 30 литров. Да, это 30 литров. Хватает? На 5-6 лет его с головой хватает. Потом мы его увеличим до 50 литров. Сейчас на поле покажу. 6 лет это с одним торфом, что ли? Да. Нет, торф с одним торфом получается. Все, мы торф засадили. Потом она также оболачивает. Смотрите, вот сейчас покажу, как это все выглядит. Потом 30-литровый, условно это 30-литровый. Вот так же вы его вытаскиваем. Сейчас, секунду. Сейчас он просел. Вот видите, это вот за год он так обволакивает, получается, весь торфяной субстрат. И мы его сажаем в 30-литровый, потом 30-литровый меняем на 50-литровый, и все, мы просто Через оставляем. 5 лет, да? Да, потому что вот этого мешка хватает 6 лет. Потом он начинает сыпаться от ультрафиолета. Хотите, не хотите, все равно придется По-любому менять. надо менять будет. Да. Но это все экономически оправдано, опять же.
Рустам, беремаю сейчас. Это Это тоже сегодня мы еще не успели их разложить. 10-литровые горшки, но это для малины, Для не для малины. голубики, да. А, Стараемся переходить на малообъемку, потому что, как сказать, новые, как сказать, реалии нам, этот, как сказать, новые правила диктуют, соответственно, пытаемся на шаг впереди. Цены в этом году не было, хотим, ну, как сказать, мало отсрочить этот плодоношение ягоды как позже, так и раньше. раньше, да? Поэтому мы на малообъемку выходим. Это сколько стоит один штук? 32 рубля. Ну, с доставкой где-то 34-35 рублей получается. Его хватает где-то на 5 лет, его должно хватить. Просто, а малина что? На 5 лет здесь будет? Нет, она получается, мы ее каждый год меняем. Мы ее, получается... Малину каждый год Да, меняем. мы посадили, сюда мы сажаем 2 саженца закрытой корневой системы. Обычно мы сажаем кассетной рассадой. Именно только ЗКС. Потому что если мы ОКС сажаем, мы опять же наравне с открытым грунтом Выходит, да? Да, выходим. Поэтому мы ЗКС сажаем там конец мая, начало июня. Соответственно, у нас плодоношение это октябрь, ноябрь, декабрь. Там в среднем бывает это где-то начало октября. Потом, после этого у нас, получается, мы отработали. У нас остаются здесь саженцы, грубо говоря, как есть по европейским нормам, считайте, лонг-кен, это длинные трости, две трости. Там в среднем у нас где-то 32 плодовые почки. И на них мы получаем летний урожай. Не даем здесь пускать побегозамещение. На этих, получается, ветках мы получаем летний ранний урожай. Это, грубо говоря, в этом году мы получили в мае месяце, ну, конец апреля, начало мая мы начали собирать ягоду. На рынке еще не было ягоды, ни у кого почти, ну, только если тепличную рассматривать. Открытый грунт начинается здесь в России где-то начало июня. Поэтому отработали, выкинули с торфом, потому что у нас условно вот это все рублей там 300 все занимает, да. Один саженец нам больше там 1200 рублей приносит. Соответственно, ну, маржа достаточно высокая. Да. Это 2400, один горшок нам приносит. Получается почти 2 сезона. Да. Ну, осенью и весной, ранней весной, да. И для нас, в принципе, это все можно вытаскивать, менять, закладывать как саженцы, либо там в открытый грунт сажать. Но за счет того, что мы питательные элементы в достаточно большом объеме даем, мы, если, как сказать, норму, мы все равно ее переувеличиваем. Соответственно, засаливание почвы идет. Поэтому в малообъемке желательно это все менять. Это как расходный материал идет у нас. Ну, конечно, 1200 дают. Ну да, поехали. В машине? Да, сюда садитесь. Тоже продаешь. Я знаю, но для клубники мы пока еще не дошли. У меня это малина моя, это мое направление. Заходите. Здесь у нас летние сорта. Это у нас Тадмор. Да? В этом году он хорошо себя показал. Потом Рубин и Пшехиба. Последние там сорта будут. А сейчас нету, да? Вообще ягоды нету. Да. Тедмор лучше или Пшехиба лучше? Тадмор менее капризный и более транспортабельный. И плюс он, знаешь, как он окно у нас забирает. Пшехиба уже отходит. Ремонтантные сорта еще не выходят, такие как, допустим, АП модель Нива. А Тадмор только начинает в пик выходить. Соответственно, у нас на рынке у нас вот эту нишу, ну, как сказать, окно ловим и продаем хорошо ягоду. И она очень транспортабельна, не такая, сказать. Тедмор транспортабельнее, чем Пшехиба, да? В раза 2-3, наверное, транспортабельнее. Она как моровила. Ты вот эту сербскую малину не посадил? Какую? Веламен. Нет, я не сажал. Тоже летний. Сейчас новый такой распиаренный сорт Сапфир, но достаточно поздний. Я думаю, как Тадмор плюс-минус поспевает. И, как сказать, я там не увидел там сверхъестественного что-то. Поэтому это у нас Рубин сорт. Рубин? Это летник, не капризный вообще и выдает достаточно большой такой обильный урожай. Мы его очень много засадили. Тоже Рубин, да? Да, это все Рубин, там последние ряды у нас Пшехиба идет, а потом голубика начинается. Здесь у нас общая площадь 4 гектара, но пока
руки не доходят, надо будет здесь потом прибраться, убраться и убрать сорняк весь. Междурядье только недавно успели убрать, как он называется, ну, трактором большим нашим. Ага, вот. Вот тут 3 метра, да? 3,20 междурядье. 3,20. Да. Ну, это мы все под трактор делаем. Каждый, ну, там больше 2,50, как сказать, смысла нету. Но если у вас большая территория и приходится обрабатывать трактором, вам по-любому придется уже увеличивать междурядье. Вот здесь у нас уже голубика А вот начинается. это пшехиба, да? Да. Вот эти ряды будут пшехиба. Вот это у нас начинается голубика. Уже цвет она поменяла. Скоро уже в спячку будет уходить. Здесь у нас 50-литровые горшки. И вот 30-литровые горшки тоже. Мешки, если бы точнее. Но они в этом году у нас уже пробную сигнальную ягоду дали. На следующий год уже ждем, ну, полноценный урожай именно на больших саженцах. Надо будет междурядье у нас пройти мульчером. И в принципе уже все. Вот такие саженцы. Это вот 30-литровых. В принципе вот этого саженца хватает на 5 лет. Здесь мы просто поселили агроткан, чтобы мы не боролись с сорняком. А здесь проходим мульчером. В принципе здесь борьба с сорняком не так, как с малиной. Грубо говоря, раз в месяц мы обрабатываем и все. И можем забывать про это. Вот так это все выглядит. Как газон. Да, как газон, когда здесь прокосим, достаточно так красиво становится. Вот эти саженцы. Ну, в таком варианте можно это все высадить и не заморачиваться ни о чем. И получать ягоду. Какая площадь вообще? Все территории 4 гектара, голубики 1,5 и малины 2,5 гектара. Голубика 1,5, Да. Здесь около 5000 саженцев у нас посажено. Даже 5500 саженцев. Это у нас сорт идет блюкроп, потом дюк. И в основном единственный сорт это у нас дюк и блюкроп. Потом еще бонус, либерти, ну такой, как сказать, ассортимент сделали. Во-первых, и чтобы первую ягоду на рынке видеть, и чтобы А дюк ранний, да? Да, он средний ранний сорт считается. Там есть и пораньше некоторые сорта, но востребованность на рынке в основном это дюком. Дюк, блюкроп. Ну, блюкроп это такая рабочая лошадка. И плюс, чтобы еще опыление было. Поэтому, как сказать, должен быть как сказать, опылитель для любого сорта в основном. Его весной обрезку делаешь или? Его техническую обрезку мы делаем, но после того, как это только весной делается, когда некоторые там, допустим, вот эти молодые побеги, которые не успевают, ну, как сказать, одревесневеть, они замерзают и все. И такую техническую легкую обрезку мы делаем. Вот здесь уже закладывание почек у нас даже происходит. Вот, в принципе, пока рановато, но уже начинают закладываться на следующий год. Вот здесь уже ягода будет. Вот это все ягода на следующий год. А вот эти весной надо будет убрать, да? Некоторые, да, убрать, так сформировать как крону, вот как дерево формируют. Да. Да, то же самое получается. Некоторые лишние убираем. Некоторые... формировку делаешь, да? Да, формировку делаем и все. А система полива, вот один капельный, другой дождевой. У нас с поливом немного нюансы произошли, но так клапаны получается. Вот таких 2 клапана мы ставим на этот, кстати, на одну систему. И плюс капель. Она у нас в один момент забилась из фильтра, поэтому не стали его применять, просто капель выпустили так на скоряк. А так вот компрессионные такие клапаны идут. Это сколько там литров? 4 литра в час. Час 4 литра. Да, 4 литра в час она у нас идет. Вот, максимум, что сорняк за сезон это идет, и то это старый получается, вот такой сорняк. В принципе, вот что реально мне нравится, что не надо бороться с сорняком. Соответственно, я его называю этот вариант бизнес для ленивых и богатых. Вложения большие, работы мало, а прибыльность достаточно великая, ну большая. Просто у нас тоже богатые спрашивают, что сажать. Ага. Нам надо посоветовать голубику, да? Ну, однозначно, если не любите работать, то голубику. Голубика, да. Они основном спрашивают, вот, малина там, с техникой, там, трактором обработал, все. А клубнику постоянно надо ухаживать. Клубника почему мне не нравится, это надо, ну, грубо говоря, нагибаясь, постоянно это боль в спине, и люди не особо хотят.
На голубике что тут? Там резко подошел, собрал всю ягоду. Тем более там не весь сезон надо ее собирать, да, как сказать, как через день, допустим, как малину, либо клубнику каждый день, да. Это получается дюк, условно, там 3-4 раза собираешь за весь месяц, и все, на этом заканчивается у тебя сезон. Месяц дает, да? Да, да, да. У нее это как, ну, аналог, грубо говоря, черная смородина. Вот как черную смородину вы собрали, потом еще чуть-чуть дособирали, то же самое и здесь. Здесь не надо каждый день ходить и каждый поспевшую ягоду собирать. Туғанда сезон бойынша жаңағы сезон біткенге чейин клубника малинаны чогултуп жүрө бербей, голубика отурсаңар, голубиканы бир 2-3 жол тереткезиңер. Болду, ошо менен сезон жабылып коет. Малина сияқты екен. Ежеманно. Қаншадан сатса болып екен? Какая цена была в этом году? В этом году цена где-то около 1300, и начала она резко спадать, ну, как, соответственно, рынок. Минимальная цена в этом году именно на дюк 500 рублей была. Да. А так опускалась, конечно, и ниже, там до 300 рублей. Да, Но, да. Было, да. да, поэтому все зависит от сорта, от калибра, там очень все это разнится и где продавать. Пока белорусский рынок у нас не просыпается, у нас цена держится. Только как только у нас с Беларуси начинают завозить там большие объемы, сразу рынок падает. Но у нас, грубо говоря, у нас еще немного, там процентов 20-30 остается, когда то Беларусь начинает завозить. Соответственно, мы не особо конкурируем друг с другом. С Белоруссией, да? Да, поэтому Беларуси, южный регион, они, как сказать, выигрывают в этом плане Беларусь по климату. поздно выходит, да? Да. С этого вот будешь поливать? Да. Ну, с этого и у нас скважина здесь получается. Скважина, да. Тима, можешь вон тот зайти. Этот здесь поломали. Это здесь 20-кубовый, там емкость. Просто сейчас все разобрали. Пшехибу покажи. Шхиба вот она. Вот эти два ряда. Вот эти два ряда. два ряда тоже, которые не обработаны. Вот эти два ряда здесь. Она более капризная, поэтому... Сколько саженцев можешь вытащить нам? Ну, надо будет и с другом поговорить. Я постараюсь много вам сделать. А здесь сколько? Здесь будет пару тысяч будет. Да. Да. И вот этот Тедмор тоже интересно стало. Если у тебя ролики есть, когда? Да, потом перекинешь, да, мне все вот эти, которые... Да. Где Когда? руками трогаешь, комментируешь. Да. Там все ссылка можно показать. Я в этом году вот на Маргариту, и то я больным, короче, надо было снять что-то уже больным с голосом, короче, еле разговаривал, так снял. Вообще, короче, руки не доходят снимать. Нет, тогда СММщика возьми одного. Надо, но, опять же, каждый год говорю, надо, и, короче, руки не доходят. Это все с каждым годом какой-то накапливающий вопрос решаю, и все равно не успеваю. В сельском хозяйстве нет такого, что ты вот наперед что-то сделал, и все, решено. Да, каждый год разный. Да. В прошлом году у нас урожай был хороший, цена была низкая. В этом году урожая нету. Урожая нету, а цена хорошая. А у нас и урожай не ахти был в этом году из-за того, что у нас обильные дожди, а потом 1,5 месяца вообще без осадков. И цены не было, как сказать, и урожая поменьше. Повезло, хоть что-то будет, да? Что? Нам повезло, говорю. Хоть Нет, что-то будет. Либо у цена, вас либо- цена была очень неплохая в Киргизии, прям очень хорошая цена. Но нам, опять же, Белоруссия в этом году обломала цену. А сейчас все гоняются за малиной, а малины в таких объемах уже больших нету. Она уже отходит. Ходит, да. Вот я с тепличной мне в этом году хорошо дала, именно в мае месяце. Вот на ней я хорошо заработал. У нас в мае месяце, 6 мая, да, Мгм. заморозка была. Мгм. Из-за этого урожая мало. А уже в начале сентября уже у нас малина отходит. Нет Мгм. малины. В прошлом году до октября давала. Хороший урожай давала. Сейчас малины нету, из-за этого цена поднялась. У нас по-любому клубники есть. Мгм. Клубника на ассортимент должна добавить малину. Мгм. Из-за этого цена выросла. Качество, видишь, нету у нас. Если качественная ягода будет, то вне зависимости сезон, что, как, какой сорт, именно качественная ягода, она всегда может продаваться дорого. Вот это я могу уверенно сказать. Если вы сможете объемно хорошую качественную ягоду собирать, любую культуру, там, малину, голубику, там,
Не клубнику. каждый качественно не может это сделать. Все это Ты зависит. делаешь, конечно, качественное, но Ну, это надо, как сказать, чтобы сами люди захотели. весной, осенью вот эту оставляешь, да, вот так? Да, это летник, это получается, мы срезаем 1,60 м, 1,70 м, оставляем, получается, на погонный метр 4-5 штук, не больше, там, ну, максимум 6 штук. Не надо жадничать, потому что от того, что вы там больше ставите, вы не соберете больше ягоды. Вы, наоборот, как сказать, более... Качество будет другое. Да, качество другое, она будет помельче, вы не соберете тот потенциал, который сможете, потому что в середине, внутри, у вас все равно она будет оставаться. Человек не будет там нагибаться, искать эту ягоду. А если у вас все прорежено очень хорошо, соответственно, и проветриваемость хорошая, и ягода своевременно поспевает, и намного лучше, удобнее. Пойдем, будет. Игорь. Вот это прошлогоднее, да? Да, вот это прошлогодняя, она получается, ее надо срезать под ноль. Вообще надо было ее изначально посрезать под ноль. Ну, как я говорю, что мы никогда не успеваем во время все делать. Мы это убираем, на погонный метр оставляем самые такие, не сильно толстые. Вот если по практике, вот этот саженец, который более тонкий, нежели вот этот, он более здоровый и хороший урожай даст на этот год. Поэтому убрать более такие, как сказать, среднячок оставить, на, грубо говоря, как там средний палец получается. Наоборот, толстую да, убираешь, Толстую да? убираем, да. Они, во-первых, и склонны, и у них почки, они, как сказать, древесневеют, и нижние плодовые почки уже не работают. Поэтому оставляем вот такие хорошие молодые побеги. Они будут нормально выдавать урожай вам. На туандар. Жана жайкы сорттор деп атпайлы, пшехиба, тедмор экен, дагы вот этот какой сорт? Рубин. Рубин. Буларды мына могу былтыркы ушундай моондай бутактар быйыл түшүн берди дагы, бул курайт да, муну алып салат. Анан мына быйыл өсүп чыккандарын монтип байлап коет. Ушундай байлап коет да, кийинки жылы мына түшүм алат. Бул ошо жайкы сорттор ушулар. 1 метрге 5-6 эле штук калтырат экен. Максимум 6 штук, да? Да, максимум 6, больше не надо жадничать. Это вот, реально потом это все боком выходит. Вы, ну, как сказать, идет загущение, серая гниль начинает образовываться. Вы не можете эту ягоду увидеть, не можете ее собрать, поэтому для летников это очень много на 6 метров, на погонный метр. У нас полностью оставляет. Ничего не срезает. Они пускай попробуют один ряд пускай ставят там 5-6 побегов на погонный метр, другой ряд, получается, оставят как есть. И пускай сравнят, сколько они соберут. Если даже и больше соберут, то это будет мелкая ягода. Вы просто на объеме, ну, на качестве проигрываете. Да. Легче же продать крупную красивую ягоду, нежели мелкую. А летние сорта у вас в какой период начинает плодоносить? Где-то 10 июня. Июнь. Да, 10 июня. Вот первые, получается, ягоды, именно первые ягоды. Ну, 10-12 июня. В зависимости, там, плюс-минус, там, один день. Сколько дней дают? Летники, ну, максимум это месяца не дают. В месяц? Да, 1 месяц плодоношения. Ошондо бизде июньдун бирлеринде башталып калса керек эми, июньдун ондорунда башталат деп атат. Июльдун 10-унда уже бул бүтөт экен да. Анан жанагы ремонтаттын сорттор башталат экен. Мындан да тиксек болот экен. Это получается в год только один раз, да? Да, она дает 1 раз. Иногда, получается, некоторые сорта, такие как Радьева, Тадмор, они склонны к ремонтантности. И иногда выдают здесь, ну, ягоду. Как бы еще не поспело, в ноябре они начинают цвести и получать ягоду. Но это просто на покушать, да, но не с коммерческой точки стороны можно подойти к этому вопросу. В этой поле только летники и... Только летники и голубика. Потому что мы здесь отрабатываем, закрываем и переходим уже на ремонтантные сорта, чтобы у нас не было перепадов. В прошлом году и там у нас были летники, и мы замучились, потому что и здесь надо собирать, и там надо собирать. Хорошо, Игорь, тогда мы попрощаемся со своими подписчиками, нашими фермерами. Хорошо, что ты показал нам, хорошую информацию дал. Спасибо. Что могу сказать на прощание? Работайте, еще раз работайте.
И все будет хорошо. Игорьдан сажынтыларынан алып барабыз. Бардық сорттарынан алып барабыз. Бектұрсын мен Жылдыз ушул экрандағы номерлерге байланысаңар, кайсы сорттор керек, кайсы сорттор бар бул жакта. Ошолор боюнча маалыматтарды беребиз. Көзгөгө да жазгага да болот.